Оказывать ветеранам адресную помощь призвала членов Координационного совета «Победа» вице-премьер правительства Коми Наталья Михальченкова. Его участники за круглым столом подвели итоги проведения 9 мая. Благодаря слаженной работе этот День Победы в Коми прошел на высоком уровне, но прошедшие события – лишь репетиция предстоящей 75-летней годовщины, отметила зампред правительства. В плане на предстоящий год уже больше 100 мероприятий. В течение года запланирован ремонт мемориальных комплексов и благоустройство воинских захоронений. Отдельное поручение органам местного самоуправления оценить условия проживания ветеранов. Часто просьбы касаются бытовых проблем. В Коми сегодня 219 участников Великой Отечественной войны, порядка 1400 членов семей погибших и около 3500 тружеников тыла. Их самочувствие в приоритете. В силу закона многие меры поддержки ветеранов носят заявительный характер. Не все члены семьи ветеранов обращаются за такой мерой поддержки. Поэтому все-таки давалось мной в рабочем порядке, но хотелось бы предложить в проект решения это внимательное рассмотрение ситуации с каждым ветераном и индивидуальная работа с его семьей. Потому что если он не писал заявление, то ему и не предоставляется то, что сегодня предусмотрено как гарантии ветеранам. Вот. Это первое, что мы увидели, работая. Второе, это, конечно, органам местного самоуправления предлагается взять на контроль социально-бытовые условия. В программе 75-й годовщины республиканский конкурс «Катюша», смотр-конкурс по гражданско-патриотическому воспитанию, новая постановка драматического театра и программа ансамбля «Осякы». Прорабатывается и возможность участия региона в федеральном проекте «Поезд Победы», так называется передвижной музей. Концепция ключевых мероприятий будет представлена в августе этого года.